Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто идет к вам с любовью? Кто этот мужчина? Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим, кто идет в вашу жизнь с любовью. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы этого мужчину знаете. Это не новый мужчина, это знакомый мужчина. Я бы даже так сказала, в вашу жизнь с любовью идет тот, кому вы испытываете чувства. Либо испытывали чувства, да, любили, либо до сих пор любите, забыть не можете. Именно этот человек идет в вашу жизнь. Здесь такой путь у него, как лабиринт какой-то. Лабиринт страха и испытаний, как комната ужаса, да, которую нужно пройти. Здесь мужчина в этом лабиринте, он очень сильно меняется. Вот каждый шаг, и он прям меняется. С этим человеком действительно была связь. У вас еще с этим человеком были большие надежды, но вы от этого человека в свое время вот как стрелу в спину получили. Ну, какую-то боль он вам причинил. Либо это было разочарование в нем, как в партнере, как в будущем супруге, либо надежды ваши разрушились по поводу его чувств, отношений и вашего совместного будущего. Либо здесь действительно вот как предал в спину, вот стрелу пустил. То есть вы от него натерпелись. У вас из-за него боль была, да, вот прям болело, сердце болело, душа болела. Слезы были из-за него, причем слезы горькие показано. Да, связь была, вы его точно знаете. Смотрите, мужчина в моменте, когда вы с ним были вместе, он любил только себя, заботился только о себе, всегда искал свою выгоду. Такой, знаете, вот как говорят, приспособленец, да, вот куда-нибудь пристроиться, где мне будет хорошо, тепло, светло, и чтобы мухи не кусали, да, чтобы мне не нужно было там за что-то, за кого-то отвечать. Вот главное мне. Вот мне хорошо, значит, остаюсь. Мне не очень хорошо, значит, пойду искать, где лучше. В момент, когда вы были вместе, этот мужчина, он прям совершенно был не готов к отношениям, как не создан для отношений был. Он думал о личном каком-то развитии, вот о деньгах думал, об удобстве думал, об том, чтобы для него все делали. Да? Вот я типа буду сидеть такой прекрасный, замечательный, такой золотце, да? А вы для меня, значит, все стараетесь. И вот характер у него какой-то вот взбалмошный. Вот он, если что, там не по его, сразу вот в крик, в истерику. Вот отвратительный характер. Просто отвратительный. И скандалистом хочется назвать этого мужчину. Да, возможно, он вам тоже скандал устраивал. Может быть, он запросто мог с кем угодно вот просто вот вышел на улицу и сразу давай со всеми скандалить. Там кто-то не так посмотрел, не так бровью повел, там, недостаточно был учтив, да, вот как ко всем цеплялся. Плохой характер, скандальный. Но вот лицо у него вот показано как ангельское лицо. То есть на лицо симпатичное, располагающее. Либо когда ему нужно, он умеет к себе расположить. А вот нутро у него прям совсем никчемное было. В общем, сделал он вам больно, он даже и сам не понял, что сделал. И вообще считает, что он был молодец, все правильно. Когда он остался без вас, вот ему этот лабиринт и открылся. Да, вот жизнь сама по себе превратилась в этот адский лабиринт. Мне вот еще кажется, что высшие силы в тот момент решили его проучить. Чтобы он почувствовал себя в вашей шкуре. Вот у него неприятности просто вот посыпались на него неприятности, как из рога изобилия.
Куда бы он ни пошел, чем бы он ни занимался, с кем бы он ни общался, всегда все заканчивалось очень печально и фатально для него. Здесь мужчина тоже страдал. Страдал и... Ну вот смотрите, вы страдали из-за него, а он страдал по делу. Вот как-то так показали. Здесь мужчина и с другими женщинами пытался отношения строить. И вроде как он мог их уговорить, да, расположить к себе, но потом прям у него как обратный так, рефлекс шел, да, что вот фу, не хочу, она противная, она не такая, она там какая-то несимпатичная, неприятная, там не тянет, да. Вот ни с одной женщиной он не смог сойтись, хотя варианты у него были, как бы были там и завязки, и знакомства, но вот не смог, и не получилось. Потом по деньгам он сильно просил. Он много денег потерял, либо большие долги там у него были, да, он вынужден был их выплачивать. Потом что-то у него там по здоровью, я вижу, случилось. У него, либо у кого-то из его, например, там родственников. То есть там еще, да, пришлось постараться на то, чтобы все это закрыть. Такой сложный путь, сложный лабиринт. И вот когда он в этом лабиринте, значит, там ходил, блукал, вот он начал осознавать, что вам боль причинил, что, возможно, ему это и за вас прилетело, что вот вас он обидел, хотя так, как вы его любили, так, как вы к нему относились, вот ни одна другая женщина не относилась, даже, может быть, родная мама так не относилась. То есть вы его готовы были принимать любым, и вы от него терпели, ну, буквально все, можно так сказать, ну, все прощали ему. И вот стал он думать об этом, стал искать вас, стал искать о вас информацию. В общем, знаете, вот как зацепка произошла. Зацепка. Вот когда вы были рядом, он позволял себя любить. Когда вы расстались, вот он начал понимать, что вы, вот то самое лучшее, что было у него в жизни. И лучше вас уже никого не будет. Вот. Нелегко ему тут пришлось, что тут греха таить, тут заставили его небеса пострадать. Либо он сам себя обрек на страдания, потому что нельзя так грешить, нельзя хороших людей обижать, которые тебя любят, нельзя им стрелы в спину пускать. Это ж вообще никуда не годится. Значит, девочки, в сегодняшнем дне мне этого мужчину показывают каким-то совершенно другим, с другим взглядом он даже идет. То есть по-другому уже на мир смотрит, на людей, на отношения. Сам на себя по-другому смотрит. Вот как будто бы вот эта вся спесь, она с него слетела, как пепел осыпалась. И вот вижу, что он то ли поверил, как уверовал, да, может быть, он действительно превратился в глубоко верующего человека. Человека, который вот переосмыслил все свои неправедные поступки, переосмыслил все свои грехи. Вижу, что он успокоился в плане своего характера. То есть он уже не тот горячий, взбалмошный мужик, который вот прям наорет и даже, знаете, беспричинно может наорать. Вот как спокойным стал, уравновешенным стал, очень поменялся. Вот как небо и земля мне идет, вот разница, которая произошла. И этот мужчина, он вот каким-то случаем должен воспользоваться. Вот какое-то событие, может быть, у вас день рождения, может быть, какой-то праздник, да, вот каким-то случаем он воспользоваться хочет, чтобы к вам прийти и, попросить у вас шанса, во-первых, покаяться перед вами, да, принести свои глубочайшие извинения и попросить у вас шанса. Вот ему очень хочется вас вернуть. И вот ревновать еще он вас очень сильно стал. Если он раньше не понимал, что такое ревность, то есть напрочь у него отсутствовала, у него была зависть к более успешным людям, да, вот о ревности он не знал, то теперь он вас отчаянно ревнует. Причем ревнует, может быть, кому-то конкретному, а у кого-то отыграет, что в принципе ревнует, что кто-то может с вами рядом быть, да, вот как его место типа занять. И он такой, вот если я ее потеряю, если я ее не верну, я не переживу. Я просто не переживу. Он понимает, что вы его, скорее всего, не захотите видеть. Он понимает, что он там накуролесил такого, что не прощается. Но он, девочки, придет. И придет именно с любовью. Вы это и сами поймете, потому что он уже какими-то другими глазами будет на вас смотреть. Там и по голосу, и по взгляду, и по повадкам, по движениям. Все будет понятно, что это совершенно другой человек. Абсолютно другой человек, он как взрослым стал, да, повзрослел за это время.
И вот он к вам идет. Идет с какой-то конкретикой. Он вам тут как выбор будет предлагать, да, несколько каких-то предложений идет. Ну и, конечно, будет просить, чтобы вы его, ну, приняли, да, получается. Вот еще кого-то отыграет, что у вас от этого человека то ли ребенок есть, ну вот как через ребенка еще связь. То есть он будет пробовать все варианты. И если он раньше был прям совсем каким-то никудышным отцом, то сейчас он прям действительно, вот вы прям увидите, да, как он относится к ребенку, как он заинтересован в ребенке, прям завоюет доверие ребенка. Даже вы, наверное, немножко ревновать станете. Хотя, с другой стороны, что ревновать? У ребенка наконец-таки полноценный отец появился. Даже если вы его не принимаете, он будет общаться с ребенком и очень многое будет делать для ребенка. Вот. Ну, его, конечно, цель – это вот вы, быть с вами, вот как семьей быть. Видите, вот она, конечная цель – объединиться с вами. Объединиться, пожениться, сойтись, да, у каждого по-своему, конечно, отыграется, но вот быть вместе. Но от прошлой жизни его уже просто отвернуло. Как осознал, что неправильно жил, не о том думал, не о том мечтал, не к тому шел. Что все, что он делал в прошлом, это была как ошибка, как путь в никуда. Ну, да, люди могут меняться. Это, конечно, редкость. Но, видите, в данном случае показали, что он поменялся. Вот вы его на лицо узнаете, да, вот как знаете на лицо, а когда начинает говорить, вы такая, ну нет, как будто бы что-то в него вселилось, да, какой-то добрый дух в него вселился, и он прям совершенно сам не свой. Он для вас такой загадочный, удивительный, и вас прям мурашить от него будет. Вот как вы его запомнили, что вы о нем помните, и каким он стал сейчас. Ну вот вижу, что каким-то случаем он воспользуется. Это не будет просто вот взял и заявился. Там какая-то причина, повод, ну как праздник. Потому что у ребенка будет день рождения, может быть у вас, может быть в семье какое-то событие. Вот он воспользуется. Так, чтобы вы сразу не прогнали, он скажет, ну я вот поздравить, да, пришел. И дали возможность ему с вами поговорить. Стоит ли вам его принимать? Ну это вам только лишь решать, да. Но я думаю, что стоит с ним поговорить, да, посмотреть, насколько он поменялся. Просто вот проверить хотя бы, да, вот кем он стал. Но мне здесь, как из гадкого утенка, он превратился в прекрасного лебедя. Да, вот, скорее всего, душу так показали. Да. Раньше была душа такая мелкая, черная, гадкая, а теперь такая вот прекрасная, светлая, белая, на больших таких крыльях у него душа. Действительно, может, он людям стал помогать, может, не только людям, животным стал помогать. Вот как пытается откупиться за свои грехи прошлого. Ну, а самый главный грех, это получается перед вами, потому что предал любящую женщину, либо любящей женщине сделал очень сильно больно. А у вас прям стрела эта на вылет прошла, вот в спину попала, из груди вылетела. Может быть, после этого мужчины вообще перестали другим верить. Либо крест на своей личной жизни поставили, да, может быть, вы травму психологическую получили. Ну, то есть, может, лечились даже, да, по психологам бегали, пытались вот себя в руки взять, да, потому что очень болело вам. Но вы его вспоминаете, но вспоминаете какими-то недобрыми словами, да, вот вы не вспоминаете, прям оскомина идет. Вы такая, фу, что за гадость, да? Зачем ты мне вспомнился? Возможно, мечтаете вообще забыть его. Но, видите, не забывайте, забыть не можете, и он вас не забыл. Наоборот, он за время разлуки даже вот как полюбил вас, получается, да? Вот как любовь поселилась в его сердце. И еще тут так показано, что разлука пошла ему на пользу и вам на пользу. Вам на пользу, потому что вы себя больше стали любить, ценить и уважать. Вы уже никому не позволите с собой так вот гадко и подло поступать. Вообще себе как цену поняли, да? Для себя больше стали жить. А мужчине на пользу пошло, ну потому что, во-первых, переосмыслил, да, все свои поступки. Во-вторых, вот к чему-то высшему начал стремиться, да, не просто там к плотским удовольствиям, к ежесекундной выгоде, а именно вот о душе начал думать. Но и опять же, к семейности стал тянуться этот мужчина. Вот с вами он хочет семью. Вот ждите его, именно вот ваш какой-то бывший прошлый появится. Но появится именно с любовью.
там и в глазах будет любовь, и на языке будет любовь, да, он будет говорить о любви, он вам все честно расскажет, и что с ним было, и что он там думал, к чему пришел, какие выводы сделал, какую работу провел, чего он сейчас хочет, да, о чем мечтает, он вам все это расскажет, да, и без моей отсыпки расскажет. Ну вот мне идет, что это бывший, который, ну буквально, можно сказать, уже на пороге у вас стоит. И да, с любовью. Да, он вас любит. Тогда не любил, ну, как пользовался вами, получается, да, а теперь вот прям любит. Любит и хочет полноценных отношений. Хочет вам служить, на благо вам служить, да, вот исправить, вылечить вас от той боли, которую уже сам причинил. Ну, и вы только будете решать, принять или нет. Согласиться, либо послать, да, дать ему шанс, либо вообще не стать слушать. Только вы будете, девочки, решать. Ну, сразу скажу, для вас это, конечно, будет большой неожиданностью, даже вот как кровь к лицу прильет. Прям скажете, что такое, что происходит, зачем ты пришел? Вот кого-кого, а его вы точно не рассчитываете увидеть. Ну, видите, судьба распорядилась так, да, мужчина прошел свои уроки, и мужчина возвращается для того, чтобы наверстать упущенное, для того, чтобы исправить свои ошибки. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.